Я вот тоже со второго дома, да, вот, я индивидуальный предприниматель, да, вот, мы копили деньги на улучшение жилищных условий, да, сгорело около 2 миллионов рублей наличности, да. А у меня кредиты на сегодняшний день около 1,5 миллиона. То есть хотелось бы какой-то, не знаю, от государства поддержку. У нас все имущество, все сгорело. Мы живем на улице под открытым небом. То есть, понимаете, у нас осталось только задолженности перед банками. В банках, чтобы сделать какую-то перекредитовку, то есть как-то они требуют документы, тот же временный паспорт. Паспорт тоже, бюрократия очень сильная, да, то есть, чтобы тот же паспорт получить, нужно тоже время. На тот период, пока это время идет, там тикают проценты. Ситуация очень тяжелая. Нет, и по поводу жилья, вот тоже, действительно, нужно, чтобы власти, не знаю, региональные власти, чтобы вмешались и действительно людям оказали реальную помощь, поддержку. Потому что все-таки деньги, я думаю, на это должны быть у государства. Есть деньги, заложенные в бюджете на переселение ветхого жилья. Недавно министр ЖКХ приезжал к нам, который говорил, что почему не освоили до сих пор средства. То есть, я думаю, государство должно проявить волю, да, действительно, перед выборами показать свою дееспособность, чтобы люди поверили во власть, что действительно, чтобы ходили на выборы и голосовали за Единую Россию с уверенностью, что да, вот Единая Россия, она думает о людях, она поможет в трудную минуту. Это вот сейчас шанс людям, власти реально показать себя, чтобы люди действительно поверили, что да, единая Россия, да, чтобы шли и с уверенностью за нее голосовали. И если власть себя не покажет, то люди отвернутся от нее. Завтра никто не пойдет голосовать за Единую Россию. В таком случае. Власти региональные должны задуматься. Вот люди в беде, в тяжелом положении должны показать действительно свою работу, заботу о людях. Все, спасибо за внимание. Все посмотрите, эта женщина беременна. Она еще купила эту квартиру в ипотеку. Она черт знает сколько должна, да. Ну тогда это жизнь людей конкретные меры. Постоянно. Сколько я ходила жаловалась, Дмитрий Дмитриевич? Вот такая пачка документов. С 2001 года я ходила жаловалась. То, что постоянно заливалось потолка, то, что постоянно искрило, света не было, то, что утечка газа. Все документы сгорели. Вот такая пачка документов у меня. И что? И в конце концов, пожалуйста, пожар. И люди погибли. Ведь невинный ребенок, который не родившийся, он должен был родиться через месяц. Ольга, пожалуйста, ну что это такое? Что за отношения? Я 30 лет стояла на очереди, и дали вот такую Борисовскую. Вначале пишут временное жилье. Потом нам говорят, нет, давайте. Нас еще и не хотели регистрировать по этому адресу. Вы вначале заприватизируете, а потом, говорит, мы вас будем прописывать, да? Мы не в школу, подождите, не в школу, не в больницу, нас не принимали в прописке. Наконец мы приватизировали, нас наконец-то прописали. Заставили приватизировать нас. Представляете, хотя мы отказывались. У нас многие долго не прописывались. Потом что? Потом меняют адрес. Какой у нас потом стал Вилюйский проспект, стал микрорайон Борисовка. Постоянно мы ходили с этими паспортами, постоянно меняли эти все. А в Германии